Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня премьер-министр Александр Ангва встретился с главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик и главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой, сообщает пресс-служба правительства. Специалисты сферы санитарно-эпидемиологического контроля доложили о ходе реализации мер по защите населения от коронавируса. По ситуации на 20 мая лабораторией произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Из общего количества исследований с учетом повторных контрольных тестирований выявлено в республике 24 больных. По словам медиков, в Абхазии также приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу. Сегодня произведен контрольный анализ курсантам российских военных вузов, находящимся на изоляции в пансионате «Айтар». Второй группе студентов тестирование произведут завтра. В случае исключения заболевания около 60 курсантов будут распущены. На данный момент в Гудаутской госпитале проходит лечение от коронавируса 16 курсантов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, 22 мая отправится на 14-дневный карантин. Кроме того, члены оперативного штаба по защите населения от коронавируса произвели анализы первой группе курсантов вуза МЧС России, прибывшие в республику. 23 мая ожидается приезд еще 12 курсантов, проходящих обучение в Российской Федерации. Всем вновь прибывшим на родину студентам будет производиться диагностирование по новому принципу на первые и пятые сутки прибытия. В случае отрицательных показателей диагностики студенты также будут отпущены с карантина. Итак, первая группа курсантов МЧС Абхазии, обучающихся в профильных вузах Российской Федерации, прибыла на родину. Согласно распоряжению министра Льва Квициня, курсанты возвращаются организованными группами и сразу размещаются на карантин в пансионате «Айтар». Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии продолжают нести службу на российско-абхазской границе по реке Псоу. Согласно распоряжению правительства республики, они вновь были размещены на КПП Псоу 14 мая. Помимо мониторинга температурного режима граждан, пересекающих госграницу, спасатели собирают и обрабатывают сопутствующую информацию для ее дальнейшей передачи по линии Минздрава и МВД Абхазии. Суть нашей работы – проверять температуру тела, чтобы люди были обязательно защищены масками, перчатками, переходя границу. И все, которые проходят границу, обязательно должны идти на самоизоляцию на 15 дней, стараться ни с кем не контактировать и сдать тест на коронавирусную инфекцию. Тем временем первая группа курсантов МЧС Абхазии, обучающихся в профильных вузах Российской Федерации, прибыла на родину. Согласно распоряжению министра ПЧС Льва Квициня, курсанты возвращаются организованными группами. Когда ехали? А ты что не пропускаешь? Ну, пока ждут. А ждут вас, когда вы пойдете? Да. 5 человек только пропускают. А в поезде как, нормально все? Маски и перчатки были в поезде все это время? Да. У нас 23 курсанта прибывают поэтапно. Первая группа прибывает сегодня, 13 человек, и 12 человек прибывают 23 числа. Сегодня, которые прибывают, уходят на карантин в Айтар, на самоизоляцию, и другая группа то же самое прибывает 23-го, то же самое уходят на изоляцию, на карантин. Эти курсанты у нас учатся в Академии государственной противопожарной службы МЧС в России. Вот их там распустили, вот они едут сюда. Руководство спасательного ведомства страны особо отмечает, что большое содействие и помощь в данном мероприятии оказало Министерство обороны Абхазии. После перехода границы курсанты сдали в Гагарской районной больнице тесты на наличие коронавируса. Далее, после тестирования на коронавирус, курсанты на спецтранспорте были доставлены в Сухум для прохождения двухнедельного карантина в тургостинице «Айтар». После прохождения карантина и отсутствия при повторном тестировании коронавируса, курсанты МЧС продолжат выполнять возложенные на них обязанности в штатном режиме.
Очереди во время пандемии – недопустимое явление, говорят специалисты по всему миру. Однако в последнее время в центре Сухума можно наблюдать массовые скопления людей. Граждане собираются вокруг социально значимых объектов. В третьем корпусе Кабинета министров по адресу Званба 9 расположен консультационный пункт по выдаче российского гражданства и оформлению пакета документов на получение загранпаспортов, где в последнее время наблюдаются большие очереди. Согласно последнему требованию властей, в здание пускают по 10 человек. Наша съемочная группа попыталась выяснить, в чем причина такого наплыва людей и кто отвечает за упорядочение процесса, связанного с оформлением документов. Репортаж Амелии Бисмарк. Невооруженным взглядом видно, что в среду людей перед зданием по Званба 9 меньше, чем в первые дни недели. Но те, кто находится здесь, стоят под палящим солнцем. Кое-кто из пенсионеров сидит прямо на парапете. Многие из этих людей уже несколько дней приезжают в столицу из районов республики в надежде получить заветный документ, будь то паспорт, гражданство или необходимые справки. Приехала это, документ надо. И давно стоите? С утра? Со скольки? С утра 6 часов здесь. Еще я пешком должна в село подниматься. Машины нету, ничего нет. Только маршрутка, там маршрутка, а потом еще в село сколько километров надо пойти. Мне уже в кассу надо заплатить. Я кое-как в тот раз на той неделе кое-как сдала. Ну, с мучениями. 4 часа проторчала здесь. Сегодня сказали, придешь в кассу. Ну, тоже после обеда получится, наверное. Изнутри здания все смотрится еще более печально. Картина, мягко сказать, для 21 века выглядит ужасающе. Согласно последнему распоряжению в отношении соблюдения карантинных мер, в здание запускают по 10 человек. Им выдают маски, обрабатывают руки антисептиком. А за стеклянной дверью с наружной стороны люди стоят скучно. И ни о какой социальной дистанции и речи быть не может. За порядком на объекте следят сотрудники службы государственной охраны. Те люди, кому удалось попасть в здание, сталкиваются с еще одной очередью, уже непосредственно у входа в кабинет. Вообще со вчерашнего вечера стояла. Утром пришла в 9 часов утра, часов до 2 я стояла. Потом я была с маленьким, совсем 9 месяцев, у меня ребенку было на руках, меня никто не пропустил. Я не смогла, ребенок начал капризничать, мне пришлось домой уехать. Сегодня с 9 утра уже здесь я стою, меня не пропускали, не пропускали, он начал капризничать. Пошла, купила сок, он успокоился, и он нас, охранник увидел, уже пропустил. По словам молодой мамы Виктории, она спешит получить гражданство Российской Федерации для своего ребенка по обоснованным причинам. У него есть паспорт. Я собираю документы, собрала на маленького, на российский паспорт. Потому что я делаю капитал, там в России ждут. И мне надо чем быстрее получить паспорт, тем быстрее я смогу передать документы, чтобы получить паспорт. Без этого паспорта я не могу ничего сделать. До карантина мы не успели просто с этим гражданством. Получили гражданство, а здесь карантин получился. Кто эти люди, которые находятся внутри кабинетов, и почему их работа создает такие сложности в жизни простых людей? Нашей съемочной группе удалось поговорить с руководителем консультационного пункта по выдаче российского гражданства и загранпаспортов. Фаина Герман рассказала, что сотрудники службы работают в авральном режиме и принимают в день порядка 400 человек. Огромный наплыв людей связан с тем, что в период карантина работа была приостановлена, и теперь все эти люди одновременно занялись своими документами. Карантин объявили с 27 марта, и посольство России начало работать в Абхазии с 12 мая. Мы также вышли на работу с 12 мая, потому что непосредственно связана работа с ними. Дело в том, что накопилось большое количество людей, так как огромное количество людей, которым нужно обменять российские паспорта, и именно этот период попадает у нас. И так как еще карантин был больше месяца, скопилось более 4500 человек, которым нужно обменять паспорта. По словам Фаины Герман, выезжать в районы для оформления документов сотрудники службы смогут только после окончания пандемии. Справедливо отметить, что принимать людей по месту их проживания актуально именно сегодня, когда лишние передвижения граждан по республике усиливают угрозу распространения вируса в стране. Однако, как стало известно сейчас, пенсионерам не обязательно приходить лично, чтобы оформить документы. Это могут сделать близкие им родственники. Все хотят, потому что обменять паспорта, так как пенсия – это, во-первых, люди пенсионного возраста, у которых регистрация. Нужно делать перерегистрацию пенсии. Кто-то по болезни хочет выезжать при первой возможности
через границу и так далее. Обычно работа до 6, но внутренняя у нас работа бумажная еще сохраняется где-то до 7 часов. Мы находимся здесь в здании. Открываемся в 9 утра, но с 8 утра в данной ситуации мы находимся уже на работе, так как эта ситуация возникает. В среднем вот за последние дни сколько человек в день обслуживаете? Вчера было обслужено около 400 человек. Сколько времени занимает одного человека обслужить? Одного человека обслужить, если человек уже готовую анкету забирает или просто сдает документы по просроченным талонам, не более 5 минут. Если оформление документа, это максимум занимает 10 минут. На наш вопрос, имеется ли здесь дефицит кадров, начальник пункта ответила, что до карантина его не наблюдалось. Чтобы прояснить еще ряд моментов, связанных с получением российских паспортов, Абхазская государственная телерадиокомпания на протяжении 10 дней обращалась через официальную пресс-службу в российское посольство за получением комментария, но так его и не получила. Мы так и не смогли выяснить, взимается ли сбор за просрочку срока продления паспорта, не владеют этой информацией и люди, стоящие здесь в самый пик жаркого дня. Ответ на другой вопрос – укладываются ли в рамки объявленного карантина подобные искусственно образованные скопления людей и насколько происходящее безопасно на фоне общей эпидобстановки, мы старались выяснить у главного санитарного врача города Аллы Беляевой, которая так и не вышла на связь. Рассказать этим людям о плотном рабочем графике ответственных специалистов значит не сделать ничего для разрешения данной ситуации. Пенсионеры, сидящие на парапетах под пеклом, и матери с разморенными солнцем детьми просят лишь внимания и уважения к себе. И здесь уже вызывает опасения не только ситуация с коронавирусом, но и общее состояние здоровья этих людей, вынужденных ожидать своей очереди на улице в таких суровых условиях. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня подписал указы о назначении председателем Госкомитета по статистике Камы Гоги, председателем Госкомитета по экологии Савелия Читанава, председателем Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслана Халваш. Премьер-министр Александр Анкваб сегодня встретился с министром по налогам и сборам Дауром Курмази, который представил данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 18 дней мая. С учетом того, что начисление за апрель достигло критично низкого показателя и составило 40% от планового показателя. В первой декаде мая ситуация значительно изменилась. Курмази сообщил, что план за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. Он отметил, что перевыполнение в мае обеспечено за счет уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года. По мнению главы налогового ведомства, прогноз на июнь неблагоприятный. Показатели фактических поступлений и их отставания от плана могут достигать уровня отставания в апреле. Премьер-министр уделил внимание вопросу обеспечения отсрочки уплаты налоговых платежей для предприятий. Александр Анкваб также обратил внимание министра на необходимость рассмотрения возможности возмещения уплаты НДС предпринимателям-ательерам, совершившим авансовые платежи без учета фактического дохода при расчете налога на добавленную стоимость. В Министерстве экономики состоялась встреча министра Кристины Озган с председателем Государственного комитета по статистике Каммой Гоги. Подробности в репортаже Сарии Кварцхеля. Статистические данные – основа для любого анализа. И, соответственно, от качественного анализа зависит и качество решений, которые впоследствии будут реализованы. Главная цель встречи вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и председателя Государственного комитета по статистике Камы Гоги – это упорядочение материалов, связанных со статистическими данными в соответствии с фактическим состоянием и положением дел. Дело в том, что мы сейчас приступили к анализу экономики республики и пытаемся проанализировать определенный период, в том числе, наверное, будем брать в расчет 10-летний период, о том, как себя вели отрасли экономики, соответственно, с чего мы начинали, к чему пришли. И в ходе подготовки анализа я, в принципе, столкнулась с некоторыми трудностями в определении фактического положения дел, потому что, несмотря на то, что у нас, конечно, ситуация менялась, и в определенном смысле были какие-то
улучшения. Тем не менее, сегодняшние данные по анализу статистических данных свидетельствуют, что у нас есть выпадение фактических показателей по определенным разделам. Кроме того, Кристина Узган отметила, что в ходе анализа ситуации в экономике страны возникли проблемы соответствия уровня ВВП в отчетности реальному положению дел. Именно в этом вопросе мы и нашли определенные проблемы, потому что есть разделы, есть соответствующие, где определяется фактическое состояние дел отрасли, в том числе, допустим, туризм, сельское хозяйство, именно по занятости населения, по уровню доходов населения, по транспорту. Возникли вопросы, по которым мы видим, что есть недостающая информация по отдельным направлениям, что не дает нам полноценно смоделировать фактическое положение дел для определения целей и задач, которые перед нами стоят на ближайшую перспективу. Есть трудности, связанные со своевременным предоставлением отчетности, а также с тем, что у нас сама система статистики, она не выведена на тот уровень, который мы изначально планировали. Как выяснилось, за последние 10 лет структура статистических данных не изменилась. Вице-премьер Кристина Узган предложила внести корректировки, чтобы аналитический материал позволил дать полную оценку состояния той или иной отрасли. У нас такая важная отрасль, как туризм, она отдельно не выведена. Она у нас в разделе культура, туризм, спорт и отдых. И фактически аналитический материал, который здесь присутствует, не позволяет дать полноценную оценку состоянию отрасли и, в принципе, ее, значит, участию в доходах республики. Я бы хотела, чтобы мы в этом направлении с вами продумали, как мы выведем ее в отдельный раздел, в соответствии с чем и что для этого нужно сделать, и как наиболее эффективно продумать сам отчет для того, чтобы мы могли более полноценно анализировать. Нам нужна большая помощь Министерства экономики, чтобы планирование тоже шло по АКВЭДу. Понимаете, как получается? Планирование идет по КОНХу, отчеты идут по... мы отчеты делаем и по КОНХу, и по АКВЭДу тоже. Поэтому полностью перейти, вот то, что вы говорите, туризм, он по КОНХу идет. Вы поняли, почему мы там его не видим? Если мы перейдем на АКВЭД, он там отдельно выделяется. В завершении встречи было решено подготовить предложение по реализации соответствующей реформы и приступить к ее реализации в ближайшее время. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал приказ о продлении действия свидетельств об аттестации экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории республики сроком на 1 год, сообщает пресс-служба ведомства. Такое решение министр принял в ходе совместных переговоров с председателем Республиканского профсоюза экскурсоводов Дмитрием Габня. Оно направлено на создание приемлемых условий работы в период пандемии коронавируса, согласно пунктам распоряжения президента Абхазии о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. Сотрудники Министерства внутренних дел проводят информационно-профилактические мероприятия на маршрутах общественного транспорта Сухума. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. Сотрудники Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел совместно с отделом ГАИ УВД по городу Сухум провели информационно-профилактические мероприятия на маршрутах движения общественного транспорта в столице. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар профилактические мероприятия с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси будут проводиться по всей республике. Сотрудники милиции проводят разъяснительные беседы с водителями автотранспортных средств, а также с пассажирами. Главное требование – в обязательном порядке соблюдать санитарные нормы. Как вы относитесь к мероприятию, которое проводится? Есть понимание, есть у нас общее мнение по этому вопросу? Меры безопасности должны быть соблюдены. Перевозка пассажиров должна быть ограничена в рамках того, как там прописано, в шахматном порядке, на расстоянии 1,5 метра и так далее. То есть вот эти нормы надо все соблюдать. Нас уже знаем, да? И маски, перчатки, вам сегодня выдадут. Имеете уже? Но я вас прошу, тогда давайте соблюдать. Это безопасность не только ваша, но и ваших пассажиров, и всех горожан. Это очень серьезный вопрос. В
Водители городского транспорта обеспечены дезинфицирующими средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автотранспортного средства не более чем на 50%. Установленные схемы заполнения пассажирских салонов в общественном транспорте рассчитаны на соблюдение социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Уважаемые граждане, относитесь к этому бдительно. Это делается в целях вашей безопасности, охраны вашего здоровья и жизни. Не подвергайте опасности себя и граждан. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции непосредственный контроль за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте сотрудниками госавтоинспекции будет осуществляться ежедневно. В офисе ВААК прошел круглый стол с участием этнологов, историков и фольклористов. Темой обсуждения стали мероприятия, запланированные на 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны. Подробности в репортаже Налы Ковы. В этом году ко Дню памяти жертв Кавказской войны была подготовлена обширная программа с различными музыкальными выступлениями. Однако по причине ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие пройдет камерно. Будет организована трансляция в соцсетях ВААК, а также подготовлена телевизионная версия. То есть приглашенных гостей не будет. Также в этом году организаторы решили ввести древний абхазский ритуал зажжения обрядовых свечей ащамака. В отведенном месте проведения поминальных мероприятий на набережной Махаджиров возле памятника будет установлена свеча, которую зажгут репатрианты. О сути идеи изготовления и зажжения ащамака в память о жертвах трагических исторических событий XIX века рассказал исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба. Собирается со всех районов ВОС. Каждый район принимает участие в поминании тех трагических исторических событий. Но мы это все-таки воспринимали, опять-таки, простите меня за мой дилетантский подход, но вот это именно первое восприятие, воспринимали как такого, если позволить так выразиться, посредника, то есть это, мы скорбим, но тем не менее мы сохранились, мы здесь, ориентир, и она одновременно является и таким маяком, если позволите, таким связующим звеном. Основной целью нововведения является возрождение и популяризация старинного абхазского обряда. Однако на этот счет мнения участников встречи разделились. Хотя красивый символ, очень свеча, очень красивый. Мне самому нравится идея шамака, все такое, там столько все. Но для большинства турецких абхазов это чуждый символ. Поэтому я, конечно, уже поздно что-то менять, я поддерживаю, естественно, поддерживаю. Но имейте в виду, что нужно очень хорошо объяснить, что это никакого отношения к религии не имеет, то, что там 7 частей, мне кажется, как-то отразить нужно. У нас 7 звезд на нашем флаге. Символику создать. Там очень много. Как-то отобразить. Мы имеем дело с традиционной этнической религией. В мире только 3 мировых, а все остальные национальные религии, они традиционные, этнические, какие бы ни были. То есть в данном случае мы говорим о традиции. Традиция может меняться. Например, та же свеча. Есть свеча памяти, есть свеча такая поминальная, свеча памяти, есть мемориальная свеча. Более того, вместо свеч уже они делают там электрические. Участникам процессии будут розданы тематические ленты памяти золотисто-желтого и черного цветов. Цвета как символы поминальной свечи и траура по жертвам насильственно переселенных горских народов Кавказа. К памятнику Махаджирам будут по традиции возложены цветы. Будет также зажжен поминальный костер. Мадина Кварацхели исполнит песни Щищнани и Ашхаква. В воду будут опущены поминальные венки. В завершении мероприятия будут раздаваться небольшие отрезки ащамака. Это действо также происходит согласно старой традиции поминания усопших. Нала Кови, Нала Гухава, Абхазское телевидение. На 62-м году ушел из жизни музыкант Александр Алавердян, основатель и руководитель детского вокально-инструментального ансамбля «Каданс», успешно выступавшего как в Абхазии, так и за ее пределами. Своими теплыми воспоминаниями о талантливом пианисте и музыкальном наставнике поделились его коллеги и ученики. Репортаж Эсмы Гуладзе.
Александр Лавердян, блестящий пианист, выпускник музыкальной консерватории, приехал в Абхазию из Еревана. После переезда он начал преподавать в Сухумской музыкальной школе имени Ковача. В 2014 году по его инициативе была создана детская студия эстрадного и джазового мастерства «Каданс». Именно на ее базе появился единственный в своем роде коллектив, в котором детей начали обучать не только пению, но и игре на музыкальных инструментах. Всегда у него была тяга и желание создавать коллективы. Вот я помню, даже когда еще я студенткой была музыкального училища нашего, он на эстрадном отделении недолгое время, но он там ребят тоже собирал, также назывался коллектив «Каданс». И они уже тогда пытались играть живьем на различных инструментах. Он всем показывал, то есть и он знал и умел на гитаре играть, там, и на барабанную установку знал. То есть вот как бы вот он старался сразу создавать именно коллективы. Учеба учебой, но «Каданс» это было отдельное государство. То есть они там проходили другие песни, там это был другой уровень. Это очень серьезная была работа, и он как семья. Дети были там как семья, он их как папа их был там. И они всегда приходили, обнимались все перед репетицией. Девочки там относились к мальчикам очень тепло. Конечно, сложно сейчас, я говорю, вот об этом говорить, понимать, что этого уже не будет. У юного коллектива было два главных правила – живой звук и качественная музыка. Дети исполняли композиции культовых джазовых и блюзовых музыкантов, а также песни на абхазском языке в современной аранжировке. За 6 лет работы Алик Лавердян стал узнаваемым сухумчанином, а для своих подопечных – наставником и верным другом. А самое главное – сумел привить им удивительную любовь к музыке. Когда я пришла и сказала ему: Олег Сергеевич, я хочу поступать театрально, он сказал: чем бы ты ни занималась в этой жизни, это твой выбор, но музыка тебя не отпустит. Она всегда будет с тобой, всегда будет следовать за тобой, и ты будешь следовать за ней. И поэтому я прислушалась тогда к его словам, и сейчас я понимаю, что он был прав. И, конечно, я сейчас занимаюсь музыкой и планирую в дальнейшем заниматься только музыкой. Мы были такой музыкальной семьей, это всегда было с первой репетиции. Всегда было так. Он был наш музыкальный папа. Он всегда нам писал, всегда переживал, всегда думал о нас в первую очередь. Он делал все, чтобы у нас было все. И все инструменты, все доставалось очень с большим трудом, но постепенно, слава богу, у нас все появилось. И он нам доказал, что не обязательно иметь дорогую аппаратуру, чтобы играть прекрасную музыку, чтобы делать сольные концерты, филармонии за пределами залов. И мы очень много ездили. И, если бы не он нам подарил вот это вот незабываемое детство, о котором мечтает каждый ребенок. Спустя несколько лет коллектив вырос из стен школы и отправился в самостоятельное плавание. «Каданс» стал выезжать за пределы республики, где не раз становился лауреатом различных музыкальных конкурсов. Одним из последних стал международный фестиваль «Открытая Европа. Открытая планета», на котором «Каданс» перед выступлением неожиданно представили как российский коллектив, к тому же исковеркав название. Алик Лавердян вышел на сцену и попросил объявить еще раз, уточнив, что Сухум – это республика Абхазия. Дети выступили блестяще, однако не всем членам жюри понравилось, что коллектив выступил под абхазским флагом. Когда, не знаю, предпоследний раз, по-моему, поехал в Москву, там был какой-то конкурс, и их там, вместо того, чтобы первое место, они фактически его завоевали. Да. А им сказали, что вы не взяли первое, якобы там какое-то чуть ли не третье и так далее. И он на этой почве нервничал. У него такой нервный срыв немного был, он попал в больницу с сердечным приступом и так далее. И вот после этого у него уже такие симптомы были. Когда талантливый человек с умом и любовью направляет энергию молодых людей в нужное русло, это всегда имеет блестящий результат. Несомненно, уход из жизни Александра Лавердяна – большая потеря не только для тех, с кем он творил и работал, но и для всего музыкального мира Абхазии. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 21 мая с 4:30 до половины 7 утра будет отключена высоковольтная линия Очимчира-220 киловольт в связи с расчисткой трассы, сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго». Без подачи электроэнергии останутся город Сухум, Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы. А сейчас о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Поздним вечером местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 24-29, температура морской воды плюс 18 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.